Состояние дорог – одна из самых актуальных проблем в Нерюнгринском районе. В этом году уже выполнен и еще выполняется колоссальный объем работ по ремонту дорог. С учетом местных климатических условий крайне важным становится осуществление сезонных ремонтных работ в ускоренном темпе, используя каждый погожий день и выполняя максимальные объемы. Те или иные участки дорожного полотна приводят в надлежащий вид буквально во всех поселениях района. В этом году начался долгожданный ремонт участка дороги, ведущей к поселку Золотинка, который длительное время находился в критическом состоянии. Подрядчик выполняет двухгодичный контракт за 1 год. В связи с этим установлен особый контроль за качеством. Сегодня ремонт подъездной дороги завершается. Также в Иенгре проведен ремонт автомобильной дороги 1 километр на выезде в село. В поселке Чульма на дороге к школе номер 7 протяженностью 370 метров и шириной 4 метра уложен сплошной асфальт. От улицы Транспортной до школы теперь есть комфортная дорога, по которой удобно идти пешком и ехать на школьном автобусе. По поручению главы республики Айсена Сергеевича в апреле месяце мы получили задание о том, чтобы от улицы Транспортной до среднеобразовательной школы номер 7 мы сделали дорогу. Сегодня компания «Дорожник» выполнила работы. Можно смело говорить о том, что будут определенные удобства не только для детей, но и для родителей. То есть жители поселка Чульман сегодня получили участок дороги именно непосредственно к школе номер 7. Средства на ремонт дороги выделила администрация поселка Чульман. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожнику» на асфальтирование понадобилось всего 3 дня. Ой, такие счастливые у нас ребятишки на велосипеде. И на чем хочешь катаются целыми днями. Сейчас только отсыпочку сделают. В поселках Беркакит и Серебряный Бор прошли качественные ремонты внутрипоселковых дорог, к которым было много нареканий. Руководству поселков было дано поручение осуществлять приемку работ строго следуя условиям контракта и если подрядчик их не выполняет, применять соответствующие санкции. Те подрядчики, которые сегодня работают на объектах, выполняют свои объемы в соответствии с условиями контракта. Но, к сожалению, есть и недобросовестные организации, которые выиграли тендеры, но своих обязательств не выполнили, тем самым сорвав все сроки и планы. По ним были приняты соответствующие решения и прекращена работа с ними. Те подрядчики, которые работают на объектах, я считаю, темпы и качество неплохое. Качество потом стройконтроль нам подтвердит. Да? А вот те недопропорядочные подрядчики, которые вышли на тендеры, выиграли их, к сожалению, затянули по некоторым процедурам вопроса. Вот с ними надо будет хорошо работать. В принципе, глава республики четкий посыл нам в этом дал. Да мы и сами об этом на самом деле знали. Просто, видать, был нужен необходимый дополнительный импульс, да, который мы получили. И теперь с такими подрядчиками, естественно, будем ухо держать востро и работать более аккуратно. И будем знать, что это за люди. Именно такая ситуация произошла с одним из самых проблемных участков дорог в городе Нерюнгри по улице Аммосова. Этот участок стал притчей во языцах у нерюнгринцев. У горожан возникает вопрос, почему ремонт был выполнен лишь к концу июля. Это связано с тем, что предыдущий подрядчик не рассчитал свои силы и после заключения контракта даже не приступил к работам. Администрация города была вынуждена расторгнуть контракт и заключать новый с другим подрядчиком. Пришел подрядчик, наше акционерное общество «Дорожник», которое очень некачественно выполняет асфальтные работы и в короткие сроки положили вот этот новый асфальт. На ремонт улицы Аммосова выделены средства, в том числе из районного бюджета на условиях софинансирования. В настоящее время ехать по Аммосово – сплошное удовольствие. На капитальный ремонт одной из главных артерий города, проспекта Ленина, Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики выделена субсидия в размере 121 миллиона рублей. Дополнительные средства в размере 42 миллионов рублей предусмотрены в муниципальном бюджете. Сегодня по проспекту Ленина активно ведутся работы со стороны геологов. При благоприятных погодных условиях подрядная бригада трудится весь световой день, и темп работ удовлетворяет администрацию города и района. В этом году дорожное полотно будет отремонтировано от проспекта Геологов до улицы Карла Маркса и от проспекта Мира до здания Сбербанка. Остальной объем работ будет завершен в следующем году. Подрядчик добросовестный, своими обязанностями справляется, график производства работ представлен. Мы сейчас работаем, все работы выполняются согласно тех графиков, которые представлены.
Сегодня идет участок, мы в этом году планируем, участок разбит, сам проект разбит на 3 участка. Это будет участок от улицы Геологов до проспекта Карла Маркса, и потом у нас от проспекта Мира мы планируем уже скорректировать этот график до Ленина делать, до Сбербанка. Так-то мы делали 3 участка, как бы центральная часть, как бы от Мира до Ленина, вернее от Мира до Дружбы народов. Дружбы народов мы планировали на последний 3-й год. Но с учетом того, что последний раз, когда посещал город Алексей Сергеевич Николаев, по предложению главы района, и в принципе со мной этот вопрос был согласован, мы хотим, чтобы не на 3 года растягивать ремонт. Подрядчик готов эту работу выполнить за 2 года, соответственно, скорректировать погодовой объем финансирования. Сегодня эта работа решается, мы с заявкой внесли изменения в заявку, предложение в Минтранс. Я думаю, что в Минтрансе рассмотрят, будет протокольное поручение главы республики, и мы за 2021-2022 год закончим капитальный ремонт нашей улицы Ленина. Сегодня я уверен, что этот участок, который попал, именно работы попали в этом году, будут завершены качественно и в срок, и у нас проблем с подрядной организацией нет. То есть идет плановая замена, уже снят старый бордюрный камень, поребрик по тротуарам, идет укладка нового поребрика по тротуарам и подготовка к асфальтированию. Подрядчик готов, как только будет все выставлено, заходит сюда техника и начинается асфальтирование. Потом они переходят к снятию бордюрного камня по улице, вдоль дорожной сети и, соответственно, асфальтирование самой дорожной сети с нанесением дорожных разметок, установки всех необходимых знаков, которые предусматривает проект выполнения работ. Эта же подрядная организация общества с ограниченной ответственностью «Вираж» приступила к ремонту одной из главных дорог города после осуществления в первой половине лета ремонта внутриквартальных дорог по проспекту Дружбы народов в районе домов 6/1 и 8/1. Здесь в рамках федеральной программы благоустройства дворовых территорий полностью покрыли новым асфальтом проезжую часть и тротуары. Это комплексная программа, которая работает на территории всей Российской Федерации. Она имеет конкурсную основу. То есть как бы разрабатывается проект, в этом разработке проекта участвуют жители, то есть они подают заявку, то есть они говорят, что они хотят увидеть в плане комфортной городской среды возле своего дома при выходе с подъезда. Вот этот дом, это дружный дом, как бы они сформировали заявку, подготовили проект, фактически мы помогали в разработке этого проекта, и они, то есть сама программа состоит из финансирования из 3 частей. Это деньги тех людей, которые проживают в этом дворе, то есть это софинансирование муниципалитета, софинансирование республики, и там же составляющая еще федеральных денег. Вот люди запланировали здесь сделать комфортную среду, это асфальтирование дороги, замена бордюрного камня, ремонт тротуаров, соответственно, то будут ограждения установлены, которые сейчас идет процедура закупки, и установлены детские будут игровые комплексы. В плане подготовки к 50-летию, к юбилею нашего города в 2025 году сейчас формируется план подготовки к этому юбилею. Мы в этот план включили капитальный ремонт или ремонт всех дорожно-уличной сети нашего города. Соответственно, он дополняется и поселками в том числе. Как бы они хотят включить поселки. Но в городе в том числе мы хотим туда включить и все почти дворовые территории. Мы запланировали колоссальную сумму, почти 850 миллионов рублей по оценке наших специалистов. Соответственно, под эти деньги нами будут разработаны проекты, которые будут проверены Госкомцен республики, будут разыграны торги, и наши подрядчики к нашему юбилею хотелось бы, чтобы успели сделать. Завершены ремонтные работы по улице Чурапчинской. В этот сезон она была покрыта асфальтом полностью. Это не капитальный ремонт. Не асфальтировались тротуары, не менялся бордюрный камень. Тем не менее, сейчас Чурапчинская и отремонтированная в минувшем году улица Карла Маркса самые ровные и комфортные для езды. Те планы, которые у нас были в городской администрации, его уложить от улицы Сосновой до Катка, небольшой участок, потому что не хватало финансирования, как бы сделать такие масштабные работы. Но с учетом того, что в связи с приездами главы республики, глава района предложил свою помощь, как бы выделили деньги с районного бюджета, добавили, и мы на эту улицу, как бы от начала, от улицы Кравченко, фактически до Конечной, где разворачиваются автобусы, мы поменяли дорожное полотно, нанесли дорожную разметку и, соответственно, сделали заезды в квартала и заезды к тем организациям. Вот на Шахтер, мы стоим сейчас перед Конечной,
улицы Чурапчинской. Я думаю, что сейчас в связи с завершением строительства и 10-этажного, вернее, дома по улице Чурапчинской, Чурапчинская, 26, там заканчиваются работы по благоустройству. Сейчас будут установлены малые архитектурные формы, озеленение территории, установлены детские игровые комплексы. И новый тротуар, который шел у нас вдоль дорожного полотна, мы планируем его перенести, как бы органично продолжить от тех новых домов, чтобы он выходил вдали немножко от дороги, чтобы брызги, которые люди идут, чтобы их не проезжающие машины не обрызгивали. И мы до конца, до конечного сюда тротуар проложим. Мы планируем эту работу на будущий год, как бы по тротуару, как бы его спроектировать и на будущий год этот тротуар завершить. Глава района дал поручение рассмотреть возможность обустройства тротуара от улицы Чурапчинской до детской школы искусств. В перспективе должно быть обновлено не только дорожное полотно, но и модернизирована пешеходная инфраструктура. Будем планировать работу уже на следующий год. Уже сегодня будем планировать работу на следующий год. Будем изучать свои мощности, какие у нас есть асфальтобетонных наших предприятий. Будем подавать заявки в республиканские и федеральные фонды для получения финансирования на эти все объекты. Кроме того, в Нерюнгринском районе на одном из самых аварийных участков федеральной межселенной трассы началось долгожданное расширение дорожного полотна. На данном участке трассы базируется горно-обогатительный комплекс «Денисовский». С территории предприятия на федеральную трассу постоянно выезжает большегрузный транспорт. Большегрузные транспортные средства, выезжая с данных примыканий, не успевают набрать определенную скорость, которая подходит к данному потоку движения транспортных средств по федеральной автодороге, в связи с чем водители не успевают среагировать, и быстро сокращается дистанция, да впереди движется транспортное средство, в результате чего происходит дорожно-транспортное происшествие. В январе месяце у ГИБДД по Нерюнгринскому району была проделана очень большая работа, касающаяся данных примыканий. Были выявлены недостатки, составлены акты, направленные на недостатки в установленном состоянии дороги. Были выданы законные предписания на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации. Дорожное полотно, примыкающее к горно-обогатительному комплексу «Денисовский», будет расширено с 7 до 14 метров на протяжении полукилометра. Добавится полоса разгона и полоса торможения. Будет удобно выезжать, естественно, аварийность должна снизиться. Я думаю, что эти работы, они делаются во благо наших граждан, которые сегодня живут в Нерюнгринском районе, которые проезжают в Нерюнгринский район, двигаются в сторону Якутска или обратно в сторону Благовещенска. Работу выполняет местная нерюнгринская компания «Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник». В настоящее время на участке задействованы 10 единиц техники и 20 рабочих. К 1 сентября должно быть завершено расширение дороги, что позволит снизить аварийность. Дороги в Нерюнгринском районе станут комфортнее и безопаснее.